Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. В прямом эфире программа «Якутск сегодня». Мы выходим одновременно и по телевидению, и радио. ТТИМ, Саха-радио, это национальной вещательной компании «Саха». Сегодня режиссеры Николай Слепцов и Михаил Эверстов. Здравствуйте. Итак, в нашей сегодняшней передаче. В программе поддержки местных инициатив, коротко еще называть ее ППМИ, исполняется в этом году 10 лет. За годы существования эта программа стала действительно поистине народной. Якутия является активным регионом, где успешно внедряется эта программа. О новых направлениях развития программы сегодня пойдет речь в нашем первом блоке программы. Во второй части очередного выпуска «Якутск сегодня», как вы знаете, мы будем вести речь о изменении схемы движения общественного транспорта в столице. Вновь возвращаемся к этой актуальной теме. И еще одна тема, не менее важная для наших горожан, это о ситуации с лже-кафе и алкоточками в городе Якутске. Общественная палата столицы республики информирует по этой проблеме. Итак, в начале нашей сегодняшней телерадиопрограммы представлю первых гостей студии. Это Колодезникова Светлана Романовна, начальник отдела инициативного бюджетирования Государственного казначейского учреждения Республики Саха-Якутия, Республиканское казначейство. Так, и Иванова Татьяна Ивановна, директор Дворца детского творчества имени Фатии Иннокентьевны Авдеевой городского округа город Якутск. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Уважаемые телезрители и радиослушатели, ваши вопросы мы тоже будем ждать в течение нашей сегодняшней передачи. Пожалуйста, если они у вас возникнут к участникам сегодняшней телерадиопрограммы, то, пожалуйста, звоните по телефонам, я их напомню. 32 2066 и 32 11 66. Иногородние могут дозвониться до нас, набрав 8, услышав гудок. Сразу набираете 411 2 и номера телефонов, которые я уже выше назвал в студии прямого эфира. Что ж, мы начнем нашу передачу. Я думаю, что первый вопрос, наверное, вам зададим. Светлана Романовна, как я уже сказал, в этом году исполнилось, скажем, уже 10 лет инициативному бюджетированию в Российской Федерации. Если можно, чуть поподробнее нашим телезрителям и радиослушателям. Да, спасибо за вопрос. В этом году в Российской Федерации отмечается десятилетие инициативного бюджетирования. На самом деле, конечно, практики с участием народных инициатив были на территории и России, и во всем мире, существовали и ранее. И всем хорошо известна, например, такая практика, как народный бюджет. В Якутске она реализуется с 2014 года. С 2000-х годов у нас также на территории республики, все, наверное, слышали, был такой проект «Движение добрых дел». Да. Он существует тоже у нас в республике, да. И он тоже был основан на инициативах. И десятилетие мы отмечаем именно термина «инициативное бюджетирование», то есть так называемое во всем мире, оно известно как партисипаторное бюджетирование, то есть непосредственное участие граждан в распределении части бюджетных средств. И в связи с этим, конечно, проводилось много мероприятий и на федеральном уровне, и на региональных уровнях. Не так давно в Москве прошла конференция, 6-я Всероссийская конференция по инициативному бюджетированию. Так. У нас в республике инициативное бюджетирование в форме программы поддержки местных инициатив реализуется с 2017 года. И за это время, за 8 лет, я некоторые цифры озвучу для наших телезрителей и радиослушателей. За 8 лет реализации программы из бюджета республики было выделено порядка 3,5 миллиардов рублей. А стоимость реализованных проектов составила более 5 миллиардов рублей. Всего в республике за этот период было реализовано более 2,5 тысяч
проектов и объектов общественной инфраструктуры. Это такие, как спортивные, детские площадки, водопроводы, проекты по освещению, по ремонту дорог. Были обустроены объекты образования, культуры. Очень широкий круг именно объектов, решающих вопросы местного значения. Да, действительно, вот выделяются, конечно, огромные суммы, да, и, естественно, все они имеют адресное такое, да, направление, да. Вот общественные пространства, да, наши, вот все это вот все как бы приводятся в порядок, благоустраиваются. Ну, население об этом тоже очень много знает, и думаю, что и наслышано о инициативном бюджетировании. И вот, кстати говоря, вот на 6-й Всероссийской конференции по инициативному бюджетированию, которую вы назвали, там все-таки прошло награждение победителей, в том числе вот есть и наш проект, да? Да. Города Якутска. Да, ежегодно Министерство финансов Российской Федерации проводит конкурс лучших проектов инициативного бюджетирования. Минфин Республики Саха-Якутия активно участвует. Мы представляем свои проекты, реализованные в рамках программы поддержки местных инициатив, на этот конкурс. И очень приятно, что вот значит, в юбилейный год инициативного бюджетирования победителем в номинации «Общественное партнерство» стал проект ППМИ от города Якутска «Скульптурная композиция», посвященная столетию легендарной вожатой. Всего на конкурс поступило более 1100 заявок, а в финал прошли только 87. И вот среди финалистов был проект Республики Саха-Якутия. Ну что ж, вот интересный, да, тоже проект, это как вы еще полностью назовем, да, его название, «Скульптурная композиция к столетию легендарной вожатой» и директора Дворца детского творчества города Якутска Фатии Иннокентьевны Авдеевой, да, города Якутска. Ну, Татьяна Ивановна, вам слово тогда. Вот об этом проекте, пожалуйста, нашим слушателям и телезрителям. В этом году мы отмечаем 100-летие Фатии Иннокентьевны Авдеевой. И интересно, что вот она родилась в 1924 году, в год создания первых пионерских отрядов. И в этом году 100-летие мы отмечаем Фатии Иннокентьевну, человеку, который всю свою жизнь отдал подрастающему поколению, делу воспитания подрастающего поколения, развитию и становлению детского движения, внеклассной работы. Тогда назывались межшкольная работа и дополнительного образования. И вот в 2023 году была создана такая инициативная группа, которая внесла предложение о том, чтобы вот как-то увековечить, наверное, да, память Фатии Иннокентьевны Авдеевой. В инициативную группу входили как педагоги, так ветераны, родственники, родители дворца, выпускники дворца. И все поддержали эту идею, потому как вот Фатия Иннокентьевна 56 лет стояла у руля Дворца детского творчества. Она легендарный человек, легендарная, патриот. Патриот, действительно, потому что это человек с уникальной на самом деле личность, благодаря которой вообще вот сегодня стоит здание на улице Кирова. Вот она действительно подняла народ, построили это здание. То есть человек, который отдал всю свою жизнь детству, детям, дворцу. И в прошлом году вот была разработана эта скульптурная композиция. И автором ее является Николай Никитич Часов, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия, известный скульптор. У него очень много скульптурных композиций в городе у нас, Якутске. И мы очень долго готовились к ней, очень тщательно. И здесь я хочу поблагодарить всех жителей, горожан за поддержку нашей скульптурной композиции. Большой вклад вот в создание композиции внесли родственники. Вот в лице дочери Фатии Иннокентьевны, Надежды Михайловны Мельниковой и внука. Мы вместе буквально в течение 3 месяцев работали над ней вместе с нашим Николаем Часовым, да, скульптором, чтобы вот действительно вот эта скульптура передавала всю силу, ту энергию, которая вот была у Фатии Иннокентьевны. Но все-таки вот надо сказать, что действительно вот удача, да, 3-е почетное место все-таки на таком всероссийском фестивале, да, занять 3-е
номинация «Общественное партнерство». Это благодаря программе ПМИ. Да. Вот. И, кстати, вот я хочу тоже задать вопрос тогда, вот, Светлана Романовна, а когда начинается подготовка к конкурсу программы ПМИ, поддержка местных инициатив на 2025 год? Наверное, люди тоже ждут с нетерпением, наверное, и этого конкурса. Да, я думаю, что уже люди проинформированы и ждут начала конкурсных процедур. Как правило, осенью Министерство финансов объявляет о начале приема конкурсных документов, и в этом году мы начинаем прием с 21 октября. Вот совсем уже, да? Да, совсем уже близко, поэтому... Неделя. Да, осталась всего лишь неделя, и где-то в сентябре, в октябре уже почти во многих муниципальных образованиях прошли и предварительные собрания, и итоговые собрания, где люди определяли свои проблемы, где они обсуждали, высказывали, голосовали за то, какой проект у них будет выбран для реализации в 2025 году. Это все же решается простым голосованием же, да? Да, население, конечно. вот эти все вопросы, связанные с объектами и так далее, и так далее. Инициативы, которые выдвигаются, они выносятся на общее собрание, и голосованием, как бы большинством голосов, выбирается наиболее приоритетная проблема. Вот видите, как вот снизу выходит, да, инициатива населения. Вот поэтому так и называется, наверное, инициативное бюджетирование. А какие планы по развитию инициативного бюджетирования вот вы ставите перед собой на ближайшие годы, скажем? Все-таки она будет продолжаться ведь все равно, несмотря ни на что. Конечно. Но в этом году мы уже принимаем документы в 8-й раз. Конкурс пройдет у нас уже в 8-й раз. И очень приятно, конечно, что вот в прошлом году также на Всероссийской конференции по инициативному бюджетированию министр финансов Российской Федерации Антон Германович Силуанов, подчеркивая важность инициативного бюджетирования для совершенствования и развития государственных финансов, отметил 3 субъекта Российской Федерации. Да. И Республика Саха-Якутия получила благодарственное письмо на имя главы от имени Министерства финансов. Именно за поддержку, популяризацию инициативного бюджетирования и за развитие практик школьного инициативного бюджетирования. Потому что как бы инициативное бюджетирование – это такая живая программа, это такой живой процесс. И помимо того, что у нас в республике очень хорошо сейчас развивается программа поддержки местных инициатив, то есть уже есть достижения не только на федеральном уровне, есть достижения и на международном уровне, есть у нас достижения и на вот конкурсах, которые проводит Министерство финансов, но как бы мы стараемся на месте не стоять, мы развиваем новые направления. Да. Татьяна Ивановна, тоже хочу вам вопрос. Все-таки вы же, по-моему, если не ошибаюсь, 5-й год участвуете, да? Вот в этой программе, да, реализации программы ПМИ. Все-таки, ну вот, и, наконец, вот вы уже вот 3-е место вы заняли на всероссийском конкурсе. Тоже все поздравляют вас. И мы тоже, конечно, поздравим. Присоединяемся, конечно. Спасибо. Да. Все-таки, да, что еще планы у вас какие-то есть по этой части, нет? Да, мы действительно принимали 5 раз участие в ППМИ, как мы это называем, да, и 5 раз мы с разными проектами по благоустройству территории, по благоустройству Дворца детского творчества выступаем, и удачно достаточно вот у нас это получается. В этом году мы также хотим принять участие в конкурсе, готовимся, и, конечно, тут тоже у нас инициативная группа, здесь у нас тоже тема будет связана с детским движением. Проект разработан, идет работа по голосованию, понятно. И я думаю, это очень интересно. Не останавливайтесь на достигнутом, а вперед, как говорится, да? Все идете, смотрите. Так, ну что ж, Светлана Романовна, опять тут по ММИ, давайте вернемся, да? Ну вот с 23-го года в республике реализуется школьное инициативное бюджетирование. Тоже ведь интересная тематика. Вот как якутские школьники вот участвуют в этой программе? У нас времени не так много, пожалуйста, вам слово. Да, с 23-го года мы развиваем, подключаем к инициативному бюджетированию уже и школьников, и молодежь. Этот проект «Школьное инициативное бюджетирование», тоже сокращенно называется ШКИБ, был разработан экспертами научно-исследовательского финансового института Минфина России. И, значит, эксперты НИФИ Минфина России оказывают нам
техническое, консультационное, методическое содействие. Были отобраны у нас 10 школ, вернее, в пилот вошли 10 школ, это 8 Пилотные школ. такие проекты. Да-да-да, пилотный проект. У нас вошли школы города Якутска и городского округа Жатай. Ребята выдвинули 41 проект, 41 10 школ. Молодцы. Но Смотри. по голосованию прошли только Да. 18 проектов, и все проекты ничего. были реализованы. Мгм. В этом году у нас присоединяются, значит, еще дополнительно школы, но уже мы присоединяем школы с районов. Уже с районов. Да, не только город, не только городские округа. Уже у нас Расширять надо участвуют. географию Да, расширяется немного. география. Если в прошлом году было предусмотрено 3 миллиона рублей на школьное инициативное бюджетирование, то в этом году в государственном бюджете уже были заложены 6 миллионов рублей. То есть у нас количество участников увеличилось почти вдвое. Да, ну вот в начале октября прошли обучающие мероприятия для студентов СПО, да, среднего профобразования. Вот, конечно, расскажите о студенческом инициативном бюджетировании. Тоже интересная тематика, да, Да. и кто Помимо участвует, да, и какие проекты выбирают сами студенты, к примеру. Помимо школьников, к инициативному бюджетированию, начиная уже с этого года, у нас подключились еще и студенты средних профессиональных учебных заведений. Вы правы, в октябре традиционно в республике у нас проходит День СПО. И как раз к этому времени у нас были приурочены наши обучающие интенсивы, которые посетили где-то порядка 230 студентов и преподавателей среднепрофессионального звена. На самом деле, по линии Министерства финансов мы реализуем проект «Студенческое инициативное бюджетирование», но по линии Министерства образования и науки также есть такой проект, когда реализуются проекты с участием студентов на деньги гранта главы Республики Саха-Якутия, но там внедрен механизм вот как раз студенческого инициативного бюджетирования. И вот этот механизм и алгоритм работы был у нас как раз и рассмотрен, и апробирован детьми, и они уже прошли как бы деловую игру в рамках вот этих интенсивов, которые прошли в начале октября. Да. Татьяна Ивановна, вам вопрос тоже все-таки, да? Вот обращаясь к нашим телезрителям и радиослушателям, что бы вы сказали, что нужно для того, чтобы все-таки такой проект, как ваш, например, да, разработать? Что для этого необходимо в первую очередь все-таки, наверное? Конечно, инициатива и так далее, желание. Да, безусловно, должна быть какая-то идея первоначально. Да. Это, во-первых, и должна быть команда. Хорошая команда, которая будет работать для реализации этой идеи. Потому что благодаря этому проекту ППМИ, да, реализуются очень важные на самом деле темы, они разрабатываются, и действительно то, что необходимо нашим жителям, горожанам, да, наши дети вот принимают участие. Очень интересные проекты они реализуют. И вот Светлана Романовна сейчас сказала о школьном инициативном бюджетировании. У нас проходил фестиваль в прошлом году, 5 декабря, где вот как раз-таки выступали эти ребята, 10 команд. Интересные проекты на самом деле. И прямо отрадно, что дети вот их рождают, потом реализуют. И они, самое главное, что они сами это придумывают. И так интересно, их подхватывают взрослые, педагоги, родители. И совместно получается очень интересно. И потом, когда смотришь результат, у них это получилось, и действительно... Вообще была атмосфера замечательная на фестивале. Такой получился вот действительно праздник. И детские, да, и как бы ребята и гордились своими проектами, и показывали свои проекты, и защищали. У нас присутствовали на фестивале и министр финансов, и министр образования и науки, и все ребята получили денежные сертификаты за свои проекты. Да, то есть в преддверии Нового года как раз такое было у нас очень красивое мероприятие. Ну что ж, уважаемые телезрители, радиослушатели, вот наша передача, ее первая часть уже подошла к концу, к сожалению. Да, тема очень интересная, я считаю. Вот. Хочется пожелать вам удачи, успехов в вашей работе, да, и Министерству финансов, и Дворцу детства, да, чтобы это детское творчество, чтобы, конечно, эти инициативы надо продвигать вперед. Вот. А на этом мы закончим наш первый блок программы «Якутск сегодня». Оставайтесь с нами, уважаемые телезрители и радиослушатели.
Итак, уважаемые телезрители и радиослушатели, мы вновь в прямом эфире после рекламы. Это «Якутск сегодня». Продолжаем наш прямой эфир. Телефоны 32 0066 и 32 11 66. Когда же в Якутске будет наведен порядок в сфере продажи алкоголя? Прозвучит информация председателя Общественной палаты города Якутска Матвея Ивановича Лыткина. Ну а сейчас у нас тема очень тоже актуальная, действительно проблемная. Это вот поведем речь о новой системе работы общественного транспорта в городе Якутске. И сегодня мы пригласили к нам в студию руководителя городской дорожно-транспортной службы Эдуарда Юрьевича Садовникова. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Вот. Ну, Эдуард Юрьевич уже у нас был на прямом эфире, очень подробно тоже рассказывал про новую систему работы общественного транспорта у нас в столице республики в прошлой нашей передаче «Якутск сегодня». Сегодня он ответит на те вопросы, которые, ну, в частности, поступили и в адрес городской дорожно-транспортной. Да, и общественной палаты тоже поступают вопросы, вот подтверждает как раз Матвей Иванович. Вот. Ну, давайте начнем с вас тогда. Ну, запустили 11-й маршрут города Якутск. Какие отзывы сейчас первые от якутян? Что да, люди действительно, пишут, говорят? Мы вчера запустили долгожданный 11-й городской новый маршрут. Так. Очень долго ждали жители, проживающие по улице Птицевод, данный маршрут, да, поскольку дорога была построена годом ранее, были предусмотрены автобусные остановки, карманы, но автобус не был запущен. Также жители жители села Пригородные у нас давно также ждали свой отдельный маршрут. Как сейчас в настоящее время к ним заезжает лишь 103-й пригородный маршрут. Это маршрут, который двигается из села Хатасы. Теперь же у них появится свой отдельный городской маршрут. При этом он также будет курсировать на новой дороге по улице Геодезистов, где в этом году произведен капитальный ремонт. Уважаемые телезрители и радиослушатели, телефоны наши уже работают, включены 32 0066 и 32 11 66. Если какие-то вопросы есть, прямо такие горячие у вас, да, то, пожалуйста, звоните к нам в студию, передачу «Якутск сегодня». Так, теперь еще такой вопрос тоже поступает. Про 16-й маршрут тоже люди спрашивают, оказывается, почему пускают ее по микрорайону Птицефабрика вместо, проспекта Михаила Николаева? Тоже вопрос возникает. Да, здесь частичное изменение будет данного маршрута в части направления его движения. Сейчас он курсирует в направлении остановки Гемина, да, в районе медицинского центра, через улицу проспект Михаила Николаева. Да. Сейчас же мы и предлагаем запустить данный маршрут через Сергляское шоссе. Чем это обусловлено? Тем, что, во-первых, мы усиляем направление микрорайона Птицефабрики. У нас сейчас там всего 2 маршрута курсируют. Это маршрут номер 2 и маршрут номер 7. К сожалению, маршрут номер 2 это маршрут, который, по которому сейчас поступает очень много вопросов. Это маршрут с не очень хорошими показателями. И, к сожалению, единственный хороший маршрут номер 7 не может справиться с данным большим микрорайоном. При этом мы понимаем, что данное направление город все-таки растет, да, развивается, появляются новые места притяжения, школа будет новая построена по улице Ивана Кульбертинова. Поэтому мы для себя поставили задачу это направление укрепить. Здесь также, почему люди задаются вопросом, да, тем, что постоянные вопросы это были, как мне доехать теперь в поликлинику номер 3, в которую они закреплены, за которой они закреплены. Но они также будут двигаться до поликлиники номер 3, а потом будет останавливаться в шаговой доступности от поликлиники номер 3 на остановке Гемин. То есть в этой части схема не изменится. То есть он просто поменяет направление и даже будет на несколько минут раньше приезжать до остановки Гемина, поскольку на Сергляском шоссе в этом направлении у нас светофорных объектов нету. То есть не надо будет стоять на этих перекрестках, в пробках на проспекте Михаила Николаева. Он по спальному району быстренько доберется до данной точки. Вот еще один вопрос про двоечку, да, вот что идет на Птицефабрику, конечная там остановка у нее. Вот про возвращение второго маршрута на улицу Халтурина.
Она ведь раньше туда тоже ведь направлялся, этот автобус. Почему убирает этот маршрут со Свердлова улицы? Ведь там находится офтальмологическая клиника. Ведь тут тоже люди задаются вопросом. Да, мы возвращаем, значит, на второй маршрут, на его исторический маршрут, то есть на улице Халтурина, с прицелом того, что он в дальнейшем, после проведения соответствующих ремонтных работ по улице Халтурина в направлении улицы Якутской, да, то есть мы его хотим продлить до улицы Строителей в дальнейшем, да, когда улица будет в порядок приведена. Почему? Потому что у нас там имеется коррекционная школа, также, да, дети обучаются. Поэтому сейчас в настоящее время там транспортная доступность не обеспечена. Несколько лет назад на улице Халтурина на отрезке от Лермонтова до улицы Кальвица был произведен капитальный ремонт, были предусмотрены автобусные карманы, но автобус опять же не пошел. Сейчас мы этот вопрос, значит, так скажем, меняем в лучшую сторону, поскольку там тоже есть многоквартирные дома, идет жилая застройка, а на улице Свердлова у нас останется неплохой маршрут номер 41. 41, да? 41, да. Там, то есть мы без транспортной доступности глазную больницу и так далее не оставим. И все находится все равно, вот улица Свердлова и улица Халтурина, они параллельные улицы в шаговой доступности, там не меньше километра там даже. А вот по улице Халтурина раньше какой маршрут ходил? Маршрут двойка, вот как раз вот до этого, а после этого уже после этого больше не ходил. Не было больше там никакого маршрута, да? Так, про пятерочку спрашивают, да, вот почему направляют ее в Прометей, вместо того, чтобы по Сергеляхскому шоссе больше двигаться автобус? Ну, здесь мы несколько задач для себя решали. Это, во-первых, у нас микрорайон Прометей довольно-таки большой район, да, у нас в настоящее время туда заезжает маршрут номер 17, 18, 14 маршрут, значит, заезжает, да, и в часы пик, особенно в утреннее время, да, когда люди едут на работу, в садик и так далее. К сожалению, в центральную часть города оттуда выезжает только один маршрут. Это маршрут номер 14. И он не может в полной мере осуществить, человек не может в полной мере осуществить поездку комфортабельно. То есть есть переполняемость автобуса. Поэтому мы перенаправили туда и усилили пятым маршрутом, поскольку пятый маршрут у нас тоже на проспект Ленина выезжает. И теперь у людей появится альтернатива, дополнительный маршрут. При этом та часть улицы Сергеляхского шоссе, где раньше ездил пятый маршрут, она никак не оголяется. У нас там она будет обеспечена новым маршрутом 11. Это 100-й маршрут, это 41-й маршрут, 35-й, шестерка. То есть обилие маршрутов, да. Это про Агату говорю. В это направление нам необходимо, конечно же, усилить. Мы давно планировали это. И поэтому из тех обращений, которые нам поступали, то есть усилить данное направление, жители сами обращались неоднократно на прямых эфирах, чтобы мы добавили дополнительный маршрут, который двигается именно в центр города Якутска. Да, вот еще люди, конечно, тоже беспокоит такой вопрос про запуск нового 12-го маршрута. Куда он будет больше двигаться, в какие микрорайоны города? Ну, значит, что касается 12-го маршрута, это будет кольцевой маршрут, новый кольцевой городской маршрут. Его схема движения будет схожа со схемой движения маршрута сейчас существующего маршрута номер 25, а также маршрута номер 15. То есть в части движения по улице Дзержинского, по улице Хатанарядского шоссе, в части движения по улице Петровского автобус будет схож с маршрутной схемой маршрута номер 25. В части движения в Сайсарском округе, то есть улица Ильминская, Белимина, он будет схож сейчас с существующим маршрутом номер 15. То есть мы, как бы, можно сказать, объединяем эти маршруты в один единый городской маршрут, и который будет усилен другими резервами из других маршрутов. Это маршруты номер 35 и номер 6, поскольку они будут находиться в одном лоте под руководством одного единого директора маршрута. Вот такой еще вопрос, Эдуард Юрьевич, все-таки люди тоже интересуются. Корректировка от маршрутных сетей отдельных по обращениям граждан возможно или нет? В ходе вот этой вот модернизации, скажем. Да, у нас существует соответствующая комиссия по обследованию городских и пригородных маршрутов. Нам поступает обращение. В комиссии имеются сотрудники структурных подразделений администрации, прокуратура, ГИБДД, общественная палата в комиссии также присутствует. Это коллегиальное решение. Мы сами единолично ничего не принимаем. То есть это все мы, получается, копим обращения. Если очень много обращений поступает, мы обследуем, изучаем это, выносим на повестку и принимаем соответствующие решения.
Хорошо. Ну что ж, давайте мы тогда еще вопросы, если есть у наших радиослушателей, зрителей, то, пожалуйста, звоните. Вот, Эдуард Юрьевич в студии, поэтому может ответить в ходе нашей передачи. Осталось тоже немного времени. Так, Матвей Иванович, вам вопрос по алкоточкам и ЖКФ, да? Вот как вы оцениваете сегодняшнее состояние вот этих вот заведений? Ну, если говорить по вопросам алкоголизации населения, Да, то он очень проблемный и долгосрочный. И этот вопрос постоянно возникает. Вот я как председатель общественной палаты тоже обращаю внимание, что как горожане очень часто жалуются на определенные торговые точки, да, там, где появляются алкоточки, особенно вот ночное время, ночной клуб, там нет покоя, там очень много вообще, нарушений, правонарушений. Но тем не менее, вот, уважаемые горожане, да, вот один человек так увидел, другой человек так увидел, но всех нас ставит на место статистика. Вот, например, на сегодня, буквально вот 11 октября состоялась комиссия по профилактике правонарушений, и в отчете МВД города Якутска, значит, говорится о снижении зарегистрированных преступлений. Их было в прошлом году 1449, то в этом году 1189. Это на 17,9% меньше. Но все равно вот правонарушения, они остаются в большом количестве. Это более 1300, да? И в последнее время вот очень часто обращение граждан от ночных клубов. Ну, буквально вот смотрите, в прошлом году, если было 1092, то в этом году 1315. То есть вот ночные клубы стали вот как бы очагом правонарушений. Всегда вот последние события, да, вот контакт-бар, где очень сильное кровоизлияние у клиента этого бара. Но получилось так, что там не были предусмотрены службы безопасности там и так далее. Ну, сейчас разбираются. Поэтому вот в администрации города состоялся вот такой большой разговор, что делать, как делать. И буквально вот самое большое количество правонарушений. Всего таких торговых заведений, включая ночные, наливайки, рестораны, 155 единиц в городе Якутске. Это не сократилось, очень получается, много, да? Сократилось или нет? Ну, сократилось, было, значит, 1799 лицензиатов, да. Ну, сейчас вот более 1000. Ну, значит, вы имеете в виду, что сократился какая-то, да? Последние годы, да. Есть вот такое колебание вперед-назад. Но, тем не менее, вот количество торговых объектов, в том числе ресторанов, наливаек и так далее, 155 в городе Якутске. Это, конечно, очень много. И по объему, есть вот какая-то стабильность по крепкому алкоголю. Это от статистики. И есть значительное увеличение продажи пива. Ну, это по всей республике. А кто пиво пьет? Пиво пьет, конечно, те, кто только начинает, это молодежь, и это там женщины, кому это крепкий алкоголь, как говорится, непривычно, они начинают вот с пива. Поэтому успокаиваться о том, что вот как есть какие-то улучшения в некоторых местах, по-моему, не стоит пока не еще. Стоит, да, поэтому вот были приняты такие упреждающие меры, особенно вот тех ночных клубах, где очень большое количество обращений по вот, Матвей Иванович, скажите, пожалуйста, вот каковы вот расстояния расположения вот этих точек, да, всяких разных, вот, от социальных объектов? Напомните нашим радиослушателям. Ну, 300 метров, да, 300 метров. Она ведь меняется тоже. Эти расстояния вот сейчас должны 25 годом лицензии заканчиваются, сроки. И когда те, кто будут получать новые лицензии, тогда у них это
принятый закон начинает работать. И только, тогда да? большинство, практически большинство магазинов окажутся за городом. Вот это тоже дальновидная политика мэра нашего, да, Евгения Николаевича. Поэтому, думаю, в этом вопросе некоторые улучшения будут. Но я как специалист хочу сказать, что здесь мы поговорили и с управлением образования. Действительно, и это не только у нас, это во всей России говорят о том, чтобы должна быть информирование населения. Вот это один вопрос, который никто во внимание не берет. Все мы хотим там какие-то радикальные меры там и так далее, а на самом деле очень важно и очень эффективно будет провести в учебных заведениях, среди детей, среди родителей, среди преподавателей политику информирования. Вот это, о том, что алкоголь – это самый настоящий яд, и показать, почему он является ядом, почему он является сильно действующим наркотиком. Да. Вот. Анатолий Юрьевич, у нас осталось совсем немного времени до конца эфира, несколько минут, да? Что бы вы сказали, обращаясь к нашим телезрителям и радиослушателям, населению города Якутска? Вот в связи вот с модернизацией общественного транспорта, движения, схемы новых. Самое главное, да, мы все эти решения принимаем, исходя из большинства, да, из большинства поступивших обращений, потому что много поступает в самом деле обращений, все они различные, есть единичные, есть комплексные, да, поэтому, конечно же, маршрутный город у нас развивается, растет, появляются новые места протяжения, и та маршрутная сеть, которая создана с 90-х годов и не менялась более 30 лет, конечно же, она должна все-таки меняться, и транспортная доступность должна появляться в тех новых районах, где она нужна. Вот, Матвей Иванович, тоже ваша точка зрения, ваше мнение по этому поводу. Благодарю национальную вещательную компанию за предоставление, теперь уже будем говорить, системную точку. Мы, как общественная палата, я, как председатель общественной палаты, мы должны слушать население города Якутска. В прошлом году мы очень хорошо отработали с комиссией по транспорту, по маршруту номер 1 и по другим маршрутам, да, чтобы там процент был высокий автобусов, люди были довольны. Поэтому вот заранее мы говорим о том, чтобы вот через радиопередачи люди обращались, и мы в городе Якутске, вот администрации города Якутска всегда будем держать во внимании администрации и руководителей. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, наша на этом программа «Якутск сегодня» подошла к концу. Вот. Сегодня очень много говорили о ПМИ программе, о новой схеме движения общественного транспорта. Я думаю, что дискуссии еще будут продолжаться. Да, Эдуард Юрьевич? Да, вот. Ну и, конечно, вот об алкоточках, лжекафе тоже тема пока остается очень актуальной в нашем городе. Ну что ж, на этом мы прощаемся с вами. Вернемся к этим вопросам чуть попозже, конечно, обязательно. Юрий Сергеев, программа «Якутск сегодня». Всего доброго, до свидания.